вот сообщение отправила. Так. Да, вот мне пишут, что звук пропадает. Сейчас меня нормально слышно, да? Нормально? Мгм. Так. Ну что, давайте начнем. Я думаю, что те, кто запланировали участие в сегодняшней вот этой такой рабочей встрече, они уже здесь. И данное мероприятие мы решили провести специально для участников акселерационной программы по перезагрузке, по трансформации, да, деятельности культурных центров, домов культуры в сельской местности. И на прошлой неделе вы завершили, мы совместно, да, вместе все завершили данную программу. И мы предложили тем, кто хотел бы больше узнать про пространство Сайды, сельское пространство Сайды, включиться, и мы для них, для заинтересованных, сделаем такую презентацию и заодно ну, продемонстрируем, скажем так, да, как проекты представляются, на что нужно делать упор, вот, и так далее. Сейчас, подождите-ка. И, соответственно, да, и, соответственно, мы хотели бы вам, с одной стороны, да, рассказать про сам проект и показать пример, скажем так, да. В начале октября, как, может, ранее тоже говорил, мы были на завершительной части акселератора всероссийского, называется «100 городских лидеров». И он проходит ежегодно, и в следующем году, возможно, если у вас есть интерес, вы тоже можете поучаствовать, серьезно прокачаться. Мы на протяжении 7 месяцев занимались над этим проектом, получали разные знания, новые компетенции, да, появились у нашей команды. И действительно это такой прям серьезный вклад в развитие команд в разных городах, да, населенных пунктах. И мы прошли по номинации, точнее по направлению «Одноэтажная Россия», где участвовали проекты, связанные с развитием сельских территорий. Да, не только про города там было, вот, но и про сельские территории. Поэтому, в принципе, и у вас есть шансы в следующем году попасть в этот акселератор. Проводится агентство стратегических инициатив, а именно Центром городского развития. Вот. И программа длинная, долгая, да, насыщенная. И действительно там мы смогли посмотреть на проект с разных сторон, вот, и с разными экспертами федерального значения поработали, и это действительно большой, серьезный такой прорывной был такой, процесс работы над проектом. Я вижу, что потихонечку еще добавляется. Вот. Будет здорово, если вы включите свои камеры, и я попрошу это сделать. Если даже вы параллельно сидите, работаете, поставьте свой телефон рядом, и да, можно параллельно слушать и работать. Ага. Да, добрый день вот всем, кто машет. Ага.
Так, окей. Еще я попрошу участников, участников из улусов написать, из какого района и населенного пункта вы находитесь, вышли на связь и какую организацию представляете. Возможно, это управление культуры администрации, возможно, это непосредственно дома культуры, культурные центры, и, может быть, другие организации. Вот. Ну, давайте начнем. Я включаю демонстрацию экрана. Для начала хочу представиться. Меня зовут Иван Степанов, и я из... смотрите, вот у нас есть сейчас подготовленный текст, который мы использовали для презентации в Сочи, где большое количество людей из разных регионов нашей страны, и надо было интересно представить себя, да, и вот представляя свое имя, нужно было обозначить, откуда же мы здесь находимся. Значит, я обозначил, что я из Алмазного края Якутии, да. И мы представляем, наша команда представляет проект по созданию сети сельских пространств развития, то есть коллективной работы с АЙДы. И данный проект направлен на создание современной бесплатной площадки для коллективной работы сельчан и всех желающих по перезагрузке и перекодировке села. Какую проблему мы решаем? В сельской местности, их очень много населенных пунктов сельских, да, нет новых смыслов и парадигм развития. И, к сожалению, становится все хуже и хуже, люди уезжают, потому что нет соответствующих условий для самореализации, для развития своих детей, и люди уезжают. И мы также здесь видим такую ключевую проблему, как устаревшая модель развития, и эта модель, она тупиковая. Да? Как здесь обозначено на слайде, устаревшая модель означает ту советскую плановую экономику, и нужна новая модель. Для решения данной проблемы мы предлагаем открытие таких мест в селах в виде пространств коллективной работы с тем, чтобы трансформировать общественное сознание. И в виде решения мы обозначили несколько таких пунктов. Это будет такая современная локация для саморазвития и коммуникации сельчан, возможность воспользоваться различными мерами поддержки, как социальных проектов, предпринимательских проектов, культурных проектов. Это такие меры поддержки, которые есть и у органов государственной власти, а также отдельных фондов, и в том числе у сети точек кипения, да, которая является частью агентства стратегических инициатив. Ну и, конечно же, вот эта площадка, такие площадки, они позволяют скоммуницировать с стейкхолдерами, то есть заинтересованными лицами, группами людей, которые занимаются развитием Якутии. Вы хорошо знаете, друзья, что уже есть позитивные такие истории в нашей республике, как сельчане самостоятельно, осознанно объединяются для решения тех или иных проблем. И вот есть такое движение, как «Трезвая Якутия», входит 188 сел Якутии, может уже даже больше, и эти села отказались от алкоголя. Также, вы знаете, есть народное движение «Моя Якутия в 21 веке», и через данную инициативу выделяются субсидии на строительство социальных объектов, школ, детсадов, объектов культуры, здравоохранения и так далее. Мы позиционируем пространство коллективной работы с АЙДы как механизм вовлечения местного населения в преобразование села и развитие, и в повестку развития нашей республики. И цель здесь обозначена. Мы хотим поменять программный код села, и его нужно совместно искать. В каждом селе она может быть разной. Вот. Мы планируем создать пространство до конца 2022 года. Если говорить о целевой аудитории, то это
сельчане с активной жизненной позицией, и это может молодежь, это школьники, предприниматели, фермеры, представители органов государственной и муниципальной власти. И мы создаем данные пространства на базе уже существующих, да, мы предлагаем создавать на базе существующих библиотек и школ. Так, прошу прощения, что такое? Ну, если более детально говорить про аудиторию, то мы упор делаем на активную часть населения в возрасте от 25 до 40 лет, вот, и они получат благодаря данному пространству доступ к различным мероприятиям, они и сами могут проводить, да, также они будут заниматься проектной деятельностью, будут иметь доступ к федеральным и региональным экспертам. Вот. Мы сами, ну, люди, как бы, ну, выходцы из села, много ездим в село, мы знаем, как работает распространение информации, мы, конечно, рассчитываем на то, что сельчане сами будут доносить информацию, в том числе и через различные каналы связи, там, мессенджеры, соцсети, и там, на основе отзывов людей люди будут иметь интерес и больше приходить и становиться частью этих пространств. Ну, сопутствующая аудитория – это школьники, студенты. Вот. Для них тоже нужны такие условия для того, чтобы они могли собираться, и их энергии, их мысли тоже как-то были направлены в созидательное русло. Вот те заинтересованные органы власти, институты развития, они тоже хотели бы, с одной стороны, иметь доступ, ну, через различные такие площадки к сельчанам и искать интересные такие проекты, как инновационного характера, социального такого плана, да. И здесь самое главное, вот основной стейкхолдер, как администрация УЛУСа, либо Наслега, получат благодаря кипению людей внутри этих пространств, получат новые смыслы, парадигмы развития. На это мы рассчитываем, да. Это, такую пользу хотим принести через такие пространства. На сегодняшний день наша команда запустила первое пилотное пространство. Мы открыли 10 сентября в культурном центре Сарыл, в селе Титабя Хангаласского улуса, такое пилотное пространство. Там было не так много помещений, но тем не менее мы смогли ее использовать, адаптировать под пространство. И на тот момент, вот когда мы презентацию делали в начале октября, этот проект выиграл конкурс фонда президентских грантов, также выиграли грант фонда Потанина, и благодаря которому в том числе и акселерационная программа состоялась. У каждого пространства должна быть повестка, и мы предлагаем взять за основу такую инициативу, как новая модель села, связанная с развитием сельских территорий. И как бы это такой ориентир, который позволяет за основу взять такую серьезную тему, да, и определить треки развития. А именно вот селе Титабя – это развитие человеческого капитала, да, то есть здесь говорится про образование, про культуру, здравоохранение. Мы говорим про цифровизацию села, это возможность использовать разные инструменты, IT-инструменты, это сбор, анализ данных, да, это в перспективе. Ну и сельское хозяйство должно быть технологически развито, и надо над этим тоже работать. Комфортная среда для жизни, работы и обитания должна быть, такая благоприятная среда, благоприятные условия для того, чтобы как житель села, так и потенциально будущий житель мог чувствовать себя комфортно и развиваться, и чтобы дети развивались, и вообще там комфортно жилось. И очень важно упор сделать на кооперацию сельчан, и не только сельчан, но и других заинтересованных предпринимателей, бизнесменов, людей сферы туризма. Поэтому обозначили такой трек развития, как бизнес и туристическая кооперация. Вот, собственно, такие треки там есть, и они могут быть разными, зависит от команды. Может быть, команда по-другому обозначит, может меньше треков развития сделает. А что есть инициатива «Новая модель села», она здесь ниже указана и расшифрована.
Какие у нас планы? Мы планируем до конца 2022 года создать 50 пространств в разных районах нашей республики. В районах может быть и по 2, и по 3 пространства, в зависимости от инициативы, желания и готовности сельчан, администрации и других стейкхолдеров. Для того, чтобы создать пространство, да, нужно пройти 6 этапов. Первое – это инициировать создание пространства, да. Второе – провести рабочую встречу мы должны совместно с вами. Собрать все ресурсы, об этом чуть дальше будет информация. Потом мы ведем совместную работу с командой создания, помогаем в выработке концепции, подготовке помещения, да, ну и ремонтные там работы, планирование и так далее. Определяется заранее дата открытия, ну и потом готовим команду к открытию непосредственно. Ну и последнюю неделю, там, да, подготовка помещения к открытию, здесь, ну, начиная от ремонта до непосредственно подготовительных 2-3 дней к открытию. Что касается вот ресурсов, да, это вот третий этап зеленого цвета, должны сложиться вот 4 ключевых ресурса. Первый – это элемента, точнее, да, элемента. Первое – это ресурсы, то есть должно быть помещение выбрано и должны быть определены источники финансирования. Дальше уже должна быть команда, должен быть лидер на территории, который будет заниматься продвижением этой площадки, собирать людей, лидер общественного мнения, грубо говоря. И должны быть уже определены, кто будет программным директором и администратором. Администраторов может быть 2, в зависимости от площадки самой, насколько площадка большая, да. Повестка должна быть, о чем вы, да, о чем это место. Про туризм, сельское хозяйство, про образование, про детей, да, про кадры. Вот. Нужно здесь понять, про производство, может быть. И далее мы должны понять, что у вас есть сообщество людей, активные сельчане, население, да, которые будут приходить и пользоваться этим пространством. Просто так создать, сказать, вот создали, приходите, так, это сложный подход, сложный сценарий. Теперь, что касается бизнес-модели. Для создания нужно 3,5 миллиона рублей, это примерно, да, плюс-минус, и расчет на такое пространство площадью 800 квадратных метров. Это сумма на запуск и на 1 год функционирования. Здесь нужно понимать то, что муниципалитет берет на себя значительную часть расходов. Там мы расшифруем дальше, какие расходы. Вот. И подробнее, я думаю, что Ниргун здесь подскажет, потому что это его блок задач. Вот. Источники здесь тоже определены, примерно здесь указано, какие источники могут быть. Конечно, 4-й пункт, он не самый значительный, это не такой источник, который позволит покрыть большие расходы. Вот. Частные инвестиции – это те, кто заинтересован в создании такого пространства. Это могут быть фермеры, это могут быть СХПК, это могут быть предприниматели, либо какой-то бизнес серьезный. Вот. Мы, как ОНО индустрии будущего, тоже рассчитываем вкладывать, но это зависит от того, насколько мы привлечем финансовые такие структуры, институты развития, фонды, либо гранты выиграем. Да? Вот здесь тоже зависит от того, насколько у нас это будет иметь возможность на это. Расчет бюджета здесь, Ниргун, как ты расскажешь? Либо давайте позже, я сейчас все расскажу, вот отдельно можем вернуться, здесь слишком детализированная информация. Вот. Наша команда, здесь вы видите, да, собственно, я, Иван Степанов, у нас министр инноваций, он куратор проекта. Это, сеть пространств сайты, это продолжение точек кипения, это некие филиалы точек кипения. Виктория Крылова, она работает с партнерами, с самими населенными пунктами в том числе. Ниргун Стричков у нас по мебели, по оборудованию и другим таким хозяйственным вопросам, да. Пинея Хлопкова у нас, Анастасия,
Семен, они тоже по отдельным задачам работают, да, по документации, по проектам сети и по продвижению. Ну, резюмируя, что хочется сказать, здесь мы обозначили 3 пункта. Через этот проект мы помогаем селам в перезагрузке и перекодировке. Да? Данная площадка, она позволит создать новый формат коммуникации сельчан, и на этой площадке можно проводить бесплатные мероприятия, и люди будут, приходя туда, развиваться в личностном плане, то есть получать новые знания, будут заниматься различными проектами с привлечением экспертов. Дальше мы задействуем те помещения, которые, может быть, пустуют, либо неэффективно используются, и мы тем самым даем возможность активизировать эти помещения. Дальше мы используем лучшие практики точек кипения. Мы на протяжении 2 лет выработали определенные инструментарии, подходы работы с сообществами, с населением, с активными гражданами, да, и поэтому мы это все передаем дальше через эти площадки среды. Собственно, у меня все. Здесь наши контакты. Вы можете с нами коммуницировать любым удобным вам способом. И мы призываем всех, кто заинтересован, и если у вас есть желание создать современные площадки на селе, и отзывается эта идея, то мы призываем к сотрудничеству, обращайтесь к нам, открыты для обсуждения любого вопроса. Спасибо. Вот, собственно, все. Получилось длинно, долго, но хотелось вам, коллеги, более наглядно все показать. Давайте обсудим, какие есть вопросы, может быть, организационного характера какие-то моменты, да, хотите уточнить. Ну и также непосредственно по презентации, потому что это некий такой мастер-класс в какой-то степени. Ага. Так. Можно вопрос, да, Иван? Давайте, Владислав. По поводу бизнес-модели, да, там расходы на создание площадки, там расчет идет на 1 год. Это имеется в виду ежегодно будут эти затраты? Или... Нергун, ты можешь, да, здесь прокомментировать? Так, что прокомментировать? Да, сейчас был вопрос. Владислав Валерьевич спрашивает относительно той суммы, которая здесь указана. Это, каждый год такая сумма или не каждый год? Это, средний расчет на одно пространство, 80-100 квадратных метров получается. Это средняя просто цена. В каждом районе может быть по-разному. От 3,5. Это минимальная цена у нас получается. И в смете указаны первой необходимости вещи, да, получается, вот диваны, столы, стулья и так далее. И цены они минимальные, там нет никаких накруток и так далее. От 3,5 идет. Получается, в год это идет на содержание помещения, на вход на 2 человек рассчитан, и вот покупка мебели, техники и так далее. Основной расход... То есть это не каждый год, да, такой объем? Нет, не каждый год. Это первый год открытия, а дальше уже поменьше. Чисто на вход будут уходить и на содержание, покупка канцелярии. Исходя из возможностей муниципалитетов, да, вот тоже предвосхищая вопросы, да, собственно, если, допустим, у площадке у Дома культуры есть там стол, шкаф, диван там угловой, допустим, здесь подразумевается, что не нужно обновлять вот эту всю мебель, да, что она используется, то, что имеется. Мы стараемся под единый стиль
да, подбирать. Если там шкафы, стулья, столы какие-то старые и не подходят под формат, то, допустим, они без колес, там бывают какие-то обычные, то, соответственно, они не подходят. Мы стараемся брать именно под универсальные, чтобы можно было переносить и так далее, ну, удобные для пользования именно для пространства. Вот, а вопрос по поводу, ну, первый год это видеть, вот ремонт и так далее, в основном на это уходят деньги. А последующие годы чисто на фот будут нам уходить. Там уже получается, ну, в зависимости от фото, как бы, Фонд оплаты труда, это имеется в виду, вот, опять же, имеется в виду, что, допустим, учреждение Дом культуры создает вот такую площадку Сайды, у них есть как бы свое штатное расписание учреждений. Они не обязательно должны же выделять в отдельную, как бы, ну, получается, в отдельную смету расходов и отдельные договора заключать. Они же могут в рамках штатного расписания принимать сотрудников. Да, своих же сотрудников переформатировать, как бы, чтобы они... Тогда там, получается, сокращение идет по смете, да? Добавить функционал, функции дополнительные им придать. Да, или вписывают, да, допустим, в должностные инструкции там, ну, те... Желательно, чтобы программный директор был, ну, действительно такой человек разносторонний, готовый говорить не только про культуру, но и в целом развитие там, предпринимательства, образовательных каких-то вопросов. Ну, то есть такой человек, который широко думает, в общем, да, широко видит ситуацию на территории населения. Поэтому здесь нужно подбирать людей, которые способны действительно эту часть закрыть. Вот. Здесь можно привлекать и другие организации, да, там, если ну, внутри села либо улуса есть отдельные общественные, ну, общественные организации, конечно, тоже могут быть, но, в общем, нужно найти такого человека, подобрать. Очень важно, потому что внутри должна быть повестка. Это не просто помещение, да, хорошо отремонтированное, там, обновленное вот, в материальном таком плане. Должно быть и внутри содержательно хорошие мероприятия должны проходить по повестке. Вот. Еще относительно расходов в дальнейшем, то много расходов на электроэнергию и оплата коммунальных вообще услуг будет уходить. Поэтому ну, это надо... в текущих расходах учреждения получается. Да, они уже заложены, непонятно, что они будут. Поэтому вот здесь даже, если смотреть, здесь цифра 2,8 миллиона, это ну, с учетом как раз таки коммунальных услуг, оплаты коммунальных услуг. То есть, как бы индивидуально уже там по каждому случаю отдельно будет составляться, как бы, ну, вот, смета по расходам, да? Да, да. Спасибо. Друзья, как еще у вас какие вопросы? Сергей Степанович, какие вопросы у нас будут? Я вот вижу, не очень много участников подключилось. Я не знаю, вот у нас, как бы, с одной стороны, тоже бюрократическая такая система, да, может быть, где-то не успела дойти вот до наших, как бы, участников акселератора, поскольку, ну, как бы, большое идет плечо, да, мы сначала отправляем на имя глав и на имя руководителей управления культуры, потом они тоже должны какое-то время, как бы, принять решение, кого направить и так далее, поэтому... Мы направим со своей стороны письма в адрес глав ВУЗов, которые участвовали в акселерационной программе и просили тоже ну, что, оттуда на уровне не ниже заместителя главы приняли участие для того, чтобы рассказать про пространство Сайды, чтобы было больше представлений. В прошлые разы, я точно помню, вот Черопчинский улус и Мегино-Кангаласский улус обозначили, что прям уже готовы, хотят, готовое помещение есть. Я не знаю, здесь они, не здесь.
Так, еще, да, может, у кого еще вопросы? Смотрите, ну, есть такой щепетильный момент по части финансов. Смотрите, мы вырабатываем финансовую модель данного проекта, да. Мы, конечно, ставим такую большую задачу, и здесь мы так амбициозно спланировали открытие 50 пространств. Это было на двухлетии точки пения. Вначале мы думали, там, 14 пространств мы осилим. Но потом думаем, а что так мало? Надо все-таки, желающих, наверное, будет больше, и давайте не бояться цифр, и давайте 50. И мы с этой цифрой работаем, до конца 2022 года должны открыть такое количество пространств. И, конечно, управление всеми процессами, это консультирование, это методическая поддержка, это административная поддержка, это продвижение проектов, помощь в работе с сообществами, проведение мероприятий, да, заведение мероприятий, как общих, так и отдельных, возможно. И курирование каждой точки, это требует действительно человеческих ресурсов. И одно дело, мы управляем здесь пространством точки пения, да, другое дело это помогать в появлении и в создании таких пространств, и дальше курировать их, да. Нам нужно увеличить число нашей команды, и мы создаем программную дирекцию, да, работаем над созданием программной дирекции. И пока у нас отдельно там бюджета нет, потому что, понятно, сейчас сложно, да, и в этом году, и в следующем году у бюджета недостаточно средств на какие-то новые проекты и дела, задачи. Поэтому мы с каждой администрацией, да, УЛУСа, Наслега и с каждой организацией, которая хочет действительно создать это пространство, они в расходы также включили услуги нашей организации, да. Мы долго думали и анализировали на уровне, с потенциальными теми желающими, какую сумму все-таки можно сделать. Мы определили, что каждая сайды, которая хочет появиться, за ту работу, которую мы будем вести, да, это совместная работа на самом деле, это привлечение нас как экспертов, привлечение использование наших знаний и компетенций. Вот. И мы пока рассматриваем такую сумму, как 350 тысяч рублей. И мы понимаем годовой бюджет, расход на то, чтобы наша программная дирекция могла работать. Да? Вот. И как вы считаете, коллеги, в год, допустим, да, каждая вот эта сайды, допустим, если заложит, может же заложить, наверное, да, такую сумму, это получается в месяц там, по 30 тысяч рублей округленно. Это небольшая сумма, это, по сути, зарплата одного, возможно, такого человека, но здесь каждый, кто открывает сайды, получает доступ прямой к нам, и мы вынуждены как бы в такой логике сейчас работать и всем, кто заинтересован, говорить об этом. Потому что мы должны и внебюджет создавать. И такая задача поставлена перед всеми. Наверное, и у вас такие задачи стоят в структурных подразделениях Минкультуры. Да? Вот, поэтому еще хотелось бы этот момент с вами тоже обсудить и услышать обратную связь. Вот. Насколько это подъемная сумма, насколько это возможно заложить в муниципальных бюджетах. Здесь, наверное, нужно исходить из того, что включается сюда, поскольку, в это обслуживание, поскольку, допустим, выезды в эти населенные пункты, там же тоже будут расходы. Вы сможете брать на себя расходы по выездам, по транспортировке? Тем более, если мы дальше масштабировать будем по всей республике.
Да, мы учли командировки, да, выездные, ну, такие мероприятия, и с учетом этого, ну, указали 350. Мгм. Так, мы, Ну, конечно, предусматриваем, предполагаем, да, что перед открытием каждого пространства будут выезжать специалисты для того, чтобы подготовить и помочь. Да. Так делается и с точками кипения, и мы первое пилотное пространство, когда создавали, тоже мгм. выезжали. И здесь вот как бы тоже ну, важно понять логику, то есть прежде всего формируется как бы сначала сама площадка, да, то есть ну, как бы технические средства обеспечиваются, а потом содержательно, потому что нам же это нужно увязывать как бы с нашими действиями по оснащению домов культуры. Как бы мы же здесь как бы хотим где-то выиграть, да, допустим, тот или иной дом культуры, он получает там субсидию. Вот сейчас мы будем тоже опять разыгрывать, да. И, соответственно, эту субсидию они закупают именно то, что нужно для этой точки кипения. Ну, вот для сайды, да. Как бы здесь вот нам важно понимать, они сначала создают вот сайды, а потом как бы участвуют в нашем конкурсе, закупают оборудование, или же они должны сначала закупить оборудование и потом претендовать на то, чтобы стать вот сайды. Да, смотрите, здесь я включу тоже, ну, слайд соответствующий. Вначале нужно определиться, ну, с помещением. Да, будет помещение и понять, откуда будет финансирование, чтобы действительно все это получилось. Помещение есть, команда есть, команда начинает работать со стейкхолдерами, теми, кто будет приходить в это пространство, пользоваться пространством, там, разные мероприятия проводить, да, и с ними нужно провести либо форсайт-сессию, либо стратегическую сессию, да, там уже в зависимости от пожелания, и вовлечь уже людей, будущих пользователей. И они до создания, до запуска, ну, во время ремонта или до ремонта, они уже вовлекаются, понимают, что будет такое пространство сайды. Вот, то есть первостепеннее определение, вот, ну, кроме как помещения и финансирования, источника финансирования, а внутри кто будет это делать. То есть вначале до открытия мы все вот это должны провернуть. Понимаете? Вот 4 пункта. Просто вот тогда нам нужно, получается, Сергей Степанович, не как требование указывать в положении конкурса, да, о том, что они должны открыть точку кипения, и ну, сайды, и тогда стать получателем субсидии. А наоборот, мы должны как бы при условии, если они получают субсидию, то они должны обеспечить создание сайды Да, да. в рамках своей деятельности. То есть это уже касается закупа оборудования, чтобы оно тоже было однотипным, там, чтобы соответствующие там требования были по этому оборудованию. Таким образом нам тогда нужно. Да, да. Надо в условиях конкурса прописать о том, что должна быть уже команда, ну и так далее, повестка какая-то, ну, четкая, да. Ну, так, да, то есть команда и повестка должна быть, да. Ну и рассказать, да, некое картирование сделать тех людей, организаций, сообществ, которые будут приходить и пользоваться этим местом. Это история про людей, про общество, про то, как активные сообщества и граждане приходят и в этом пространстве ведут большую такую работу. И не всегда она культурная, понимаете, не всегда, ну, это же не про то, как, ну, в том числе там люди будут обсуждать сценарий, может, фильмов, каких-то мероприятий культурных, да, это да. Но здесь важно, чтобы появлялись проекты интересные, ну, действительно такие проекты, которые люди могут совместно воплотить в жизнь и стратегически действовать на то, чтобы изменить ситуацию на селе. Мир меняется, жизнь меняется, новый век, новый технологический уклад жизни. Вот эта вся история здесь зашита, ну, зашита должна быть. ДНК. Это не просто, где пришли, так чай попили, там, поговорили, да, а именно прям. Можно один вопрос? Угу. Вот мы, допустим, ну вот базу создали, да, материальную базу.
вы говорите про фонд оплаты труда. Если вот, допустим, в первом Жэнконгском наследии, да, всего там по штату 8 штатов, да, было, и из них всего 3 штатные единицы основного персонала на 2 села. Это по муниципальному образованию было. Откуда еще прибавится? Или вы хотите забрать тот фонд оплаты труда и перекинуть на сайды, что ли? Или я не поняла. Откуда в поселении возьмутся дополнительные деньги, чтобы Петровна, перевести вот на я фонд? поясню. Вот, допустим, в небольших населенных пунктах, да, где ограниченное количество штатных единиц, там, допустим, может быть, скажем, корректировка в части должностных инструкций штатных единиц. То есть у них дополнительную нагрузку при их желании, их же никто не заставляет, да? Это должно быть их желание, должно быть их понимание, инициатива. У них всего 2 штатные, всего 2 штатные единицы основного персонала. У них, допустим, руководитель Дома культуры, он в состоянии вести такую лидерскую работу? Он может вести работу такую? Тогда он претендует на формирование, допустим, ну, вот площадки сайды на базе своего Дома культуры. Если он возьмет на себя вот функции по работе в случае с ТТБ там кто-то взял на себя такие обязательства? Виктория, расскажи. Да, можно я тоже включусь? Я вот слушала вопросы и так далее. Тут надо понимать то, что попроще надо подходить. Всех на самом деле, мы все тут про финансы и так далее. Надо понимать, что возможность – это прежде всего возможность, а не обязанности для тех, кто берет на себя ответственность за открытие сайды, по той простой причине, что, да, реально директор клуба может взять функции программного директора сайды, но при этом, ну, тут надо учитывать, что имея такой инструмент, как сайды, у него будет возможность привлекать команду, возможность быть нейтральным, да, возможность коллаборироваться с образованием, потому что это люди и это команды, которые, как правило, ну, как они называются, клубное формирование при селах, кружки при селах, тюльбе и так далее, да, это перетрансформация немножко... Допустим, в ТТБ эту функцию сейчас несет лидер молодежи. Он так и так есть. При каждой администрации есть такие люди, которые занимают по должности, неважно, как они там называются. В общем, у них есть цель собрать, там, качнуть молодежь, да, с ними чем-то там заниматься. И при этом это не должны быть мероприятия только заточенные под досуг. Потому что сейчас перед культурой стоит... важная, особенная задача, прежде всего, поднять дух, мотивировать людей на то, чтобы они начали развивать экономику, развивать села, для того, чтобы у них там проекты бизнесовые какие-то образовывались, да. И сайды – это как раз вот очень эффективный инструмент, скажем так, возможно, вы немножко на первом этапе, конечно, туда и проинвестируете какую-то сумму, и эта сумма ничто по сравнению с тем, что если команда нормально будет работать, инвестиции будут вовлекаться в села. Экономика будет подниматься за счет того, что бизнес будет расти, за счет того, что фандрайзинг будет, выход на внешние рынки. И тут надо вообще расширять глобально, надо масштабироваться, а не решать проблему такими местечковые, откуда нам брать штат. Да, возможно, сейчас покажется, что это какое-то немножко абсурдное явление, но при этом тут надо понимать, что время сейчас такое, и оно диктует условия немножко по-другому смотреть на ситуацию. И да, культурные мероприятия, досуговые мероприятия, они определенно должны быть, но оно может идти в связке, может идти параллельно, если это все нормально построить. Управленцев мы должны хороших воспитать, чтобы в селах были люди, которые реально могут дела делать, проекты создавать на то, чтобы развитие произошло. Иначе тормозить нельзя. Виктория, да. Понятно. Вот, то есть это может быть штатная единица даже не в самом Доме культуры, это может быть при администрации, допустим, да. Специалист по работе с молодежью или там зам главы, как обычно у них бывает, который все как бы совмещает в себе, и обычно конечно, молодой человек. Вот он приходит туда и там работает. То есть
ему отдельную штатную единицу как бы оформлять при его желании. Как бы, можно и оформить, на самом деле, это то надо смотреть вообще, потому что в каждом населенном пункте это индивидуально. Везде Это, по-разному. Виктория, да, скажите, везде пожалуйста, по-разному. ИТБ как сложилось? Там каким образом? Ну, там, во-первых, администрация очень сами загорелись идеей создать, и в прошлом году они к нам приходили, и на первом этапе это вроде тоже как идея витала, да, Иван, вот подскажи, и мы просто проговаривали. Смотрите, здесь прямой вопрос. Во-первых, администратором является специалист культурного центра, она следит за помещением, встречает людей, объясняет, что, как можно там работать. Программный директор – это лидер молодежи, который, ну, благодаря тому, что он становится программным директором, становится лидером, ну, в целом на селе, да, и он получает зарплату не от культурного центра, у него через одну из, ну, из структурных подразделений администрации, там он как работает, получает зарплату. Он изначально в администрации был как специалист управления там, по вопросам молодежи, да, внутри администрации. И он же, как программный директор, осуществляет там свои дополнительные функции. Вот. Понятно. То есть это уже вот ближе к делу, да, как бы на самом деле на местах так и будет происходить, да, и нужно понимать, что опять же у нас вот для вашего понимания, да, у нас как бы особенность в том, что все учреждения культуры, они, ну, именно дома культуры находятся на поселенческом уровне полномочий, и как бы директор, этот глава поселения, извините, он будет как бы думать, кого назначать директором Дома культуры, и как бы исходя из вот потребности, которая стоит перед ним, да, если у него есть понимание, то, соответственно, будет проводить соответствующую кадровую политику. Чтобы были люди, которые как бы могут этим заниматься и, соответственно, как бы взять на себя такие вот обязанности. А еще можно вопрос, да? Я так поняла, что эти пространства создаются именно на селе, не в районном центре, да? Можно и в районном центре, зависит от инициативы. Например, то есть здесь не село, то есть может быть и город, да? Может быть и город. На самом деле может быть и город. Здесь не обязательно там позиционировать, воспринимать это как чисто сельское пространство. Вот. В Горном Улусе у нас в Бердигистях и селе Магарас должны появиться. Угу. Ответил, да, на вопрос? В первую очередь команда, желание, инициатива и личность каждого, кто будет работать в Сайды. От этого очень многое зависит. И когда мы вчера смотрели прямой эфир Клима Федорова, Клим Федоров же, да? Правильно фамилия? Когда старт дал культурный центр СРЛ, рассказывая о своей деятельности, о своих людях, тому, что тоже будьте на Инстаграме прямой эфир, но они стали вот первым клубом, которые рассказали о своей деятельности на всю республику. И это такие проекты, вроде бы простые, но на самом деле рассказывающие о людях, о тех, кто там сидит, о тех, кто там что-то развивает и так далее. И вот Сайды – это площадка, которая как раз будет транслировать, будет мотивировать, будет всех привлекать в каждом населенном пункте для того, чтобы мы начали по-другому работать, для того, чтобы мы начали по-другому смотреть на ситуацию, для того, чтобы мы начали, наконец, работать в командах, для того, чтобы в Заре у нас образовалась одна большая команда. Вот для этого. В целом вся глубина и... А еще можно вопрос, да? И что в конечном итоге получает, ну, какое-то, например, село, населенный пункт, в конечном команда, конечной точке он приходит? Да, конечно. Это цифровые показатели. Мы каждый год делаем, в прошлом году, допустим, у нас вот это Сайды вообще в рамках большой инициативы «Новая модель села», и мы сделаем большие цифровые показатели. Вплоть до того, сколько у нас семей образовалось, сколько денег мы в село внесли, да, как инвестиции, вплоть до того, насколько сейчас бизнес-проектов образовалось, вплоть до того, насколько вот люди сейчас замотивировались, вплоть до мероприятий, вот начиная от мероприятий Клима в Инстаграме, когда он рассказывает про сельский дом культуры, заканчивая YouTube-каналом, который у них уже есть и который они ведут.
Это оцифровка, и это новые технологии, которые помогают. Не надо вот на IT-сферу смотреть как на отдельную сферу, да, и эта цифровка сейчас нужна, при этом это история с глобализацией, когда они выходят за рамки. Вот. Смотрите. Это уже показатели, да. Давайте, да, добавлю. Вообще, для того, чтобы понять, для чего создаются сайды, нужно понять, для чего создана точка кипения, и нужно глубже смотреть, да, глубже, шире. И это такие площадки, где действительно собираются люди для того, чтобы, ну, это в первую очередь инициативные, люди с активной жизненной позицией, да, с лидерской позицией, из организаций, руководителей, собираются и вместе думают над тем, как изменить жизнь к лучшему, где они живут. И говоря про сайды, мы говорим про... Вот, смотрите, у нас есть такие презентации, тоже отдельная история, можно тоже вам прислать, показать. Это большая работа была проведена здесь с точки зрения, да, по линии ну, вот, развития сельских территорий. Вот эта инициатива, она на слайде тоже была, она может быть внедрена в жизнь и стать таким одним из новых путей развития села. Да? Для этого вот такие пространства нужны вначале. В рамках этой инициативы, такой модели, да, культурные центры, дома культуры и ну, также и школа становятся действительно такими драйверами развития человеческого капитала, людей. Да? Мы сейчас чувствуем, что в такое время, когда мы должны как бы эффективно использовать человеческие ресурсы, делать так, чтобы было больше новых проектов, люди занимались какими-то такими околопредпринимательскими проектами, приносили, в кавычках, приносили в местный бюджет деньги, да, в село, в развитие села. Это через проекты, которые через гранты приносят деньги. Поэтому здесь нужно смотреть с разных сторон, вот, и понимать, какой же эффект будет. Да? Вот, поэтому вот, как мы, инициаторы, те, кто понимает, да, хотят перенести опыт и лучшие практики точки пения через, в том числе, такие инициативы, мы считаем, что вот такая площадка, она действительно нужна. И в ваших интересах, в интересах тех, кто работает в системообразующих учреждениях, в том числе там сфера культуры, быть заинтересованы в том, чтобы изменения происходили в лучшую сторону. И эта трансформация внутри вас, внутри вашей организации, коллектива, каждого отдельного взятого человека. Время такое. И мы в этом плане помогаем, да? Помогаем и вам, отдельно культурным центрам, и администрациям. Угу. Анастасия, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Нет, вопросов возникает еще больше, да. Но почему возникают вопросы? Потому что все-таки, если мы с вами решили будем составлять соглашение, да, то значит мы должны глубже понять вообще, к чему же мы придем в конечном итоге. Точки соприкосновения все должны у нас проясниться в конце-то концов, да? Не просто так же наобум схватились и побежали, размахивая флагом. Все, мы теперь новое село, мы прямо разовьемся. Да, поэтому надо все продумать, буквально до мелочей, не браться за это наобум, как говорится. Прям все продумать. И финансовая сторона здесь тоже очень большое значение имеет. Вот зря говорите, что местечковые. Не-не-не, надо все просмотреть от начала до конца. Я все отвечу. продумать капитально, да. Есть такая технология, как Agile, и есть такое понятие, как Scrum. Мы работаем в команде Scrum на начальном этапе и гипотезу проверяем. И вот все, что вы сейчас от нас требуете, показатели, какие точки соприкосновения, мы не узнаем этого, если вот эту догадку никак не проверим и маленькую сборку не сделаем. Потому что... У меня еще есть, такое как бы
предупреждение, да, вот когда вы говорите про цифры 3,5 миллиона, 2 миллиона 800, это будет пугать изначально вот глав, да, вам надо как-то вот, когда презентуете свой проект, надо не начинать вот с 3,5 миллионов, вы как бы то, что вот содержание помещения, да, фонд оплаты труда, допустим, того же администратора или руководителя, да, они же как бы заложены у них в бюджете, да, фонд оплаты труда, допустим, директора или там того же специалиста администрации, он уже есть, поэтому вам вот эти цифры, если вы исключите, у вас как бы общая сумма будет меньше, и это как бы меньше будет пугать главу того же. У него же, когда вот перед глазами 3,5 миллиона стоит, у него весь бюджет может быть меньше этой суммы, годовой бюджет, поэтому мне кажется, не надо сразу людей так пугать. Да, спасибо, Дарья, за обратную связь относительно этого момента. Да? Надо нам, да, действительно это учесть. Мы презентацию готовили, и вот еще раз повторяюсь, для Сочи, да, где эксперты должны, Да. Да, наши, те, кто обучали, просили, чтобы мы проработали. В реалиях у нас есть такие поселения, у которых там весь годовой бюджет, там не больше 10, в пределах 10 миллионов. И 3,5 миллиона еще без уточнения, что это только включая содержание, фонд оплаты, уже заложенные штаты, и что это не ежегодно вот такие расходы. Сразу это будет отталкивать глав. Да. Анастасия, да, спасибо, Дарья. Анастасия, вот предыдущий человек, да, участник, вопрос задавал, обратную связь. Вы здесь, да, слышите меня? Я хочу тоже отреагировать на... Да, я здесь, просто я отвлекалась на телефонный звонок. Да, Анастасия, смотрите, я здесь тоже добавлю. Конечно, много нужно понять. Вот когда мы точки пения создавали, да и другие там города, регионы, когда создают точки пения, они должны погрузиться в повестку агентства стратегических инициатив. В то, что делает, это агентство и вообще на федеральном уровне по их линии происходит. И поняв, осознав, тогда намного проще. И сегодняшняя встреча, в том числе и предыдущие, и последующим, они будут тоже на то, чтобы вы больше поняли. Но не так, что вот прямые вопросы относительно того, как, чего, да, а нужно просто изнутри суть понять, принять участие в мероприятиях, посмотреть, как происходит здесь работа, как люди приходят, работают, какие люди приходят, да, какие темы обсуждаются. Вот. И тогда будет больше понятнее и действительно проще, скажем так. И мы сейчас делаем так, чтобы люди больше узнавали, больше участвовали в наших проектах, мероприятиях, точки пения и там по линии сайди, которые проходят. И постепенно для себя с приходом осознания, понимания уже планировали. Мы-то за раз не будем все открывать. У нас там уже желающие первые 5 войти, да, населенные пункты стоят в очереди, грубо говоря. И там постепенно будем выстраивать по мере готовности. Коллеги, я тоже, если вот возможно, дополню, да, вот отдельное предложение вот по поводу бизнес-модели, да, может быть, здесь концентрироваться на содержательной части, даже, собственно, какие вот штатные единицы нужны будут, да, какой функционал они будут выполнять. И важно тоже пояснять, наверное, главам насчет создания вот единого стиля, чтобы они тоже это понимали, да, то есть какие мероприятия в этой смете будут неизбежными. И вот по поводу того, что не превращать это в компанейщину, да, мы как раз таки предлагали к участию Республиканский дом народного творчества с тем, чтобы изнутри поняли, чтобы работники приняли участие в акселераторе. И вот это тоже очень важно, поскольку, в принципе, я вот достаточно часто участвую в таких мероприятиях, и я суть понимаю, да, общую суть, что на что это направлено. Здесь вот есть какой-то немного, мне кажется, страх у
работников отрасли, о том, что кто-то придет, заберет их площадку, будет проводить свои мероприятия, которые не будут как бы идти в ногу вот с нашими целями и задачами. На самом деле в дома культуры все равно будут ходить те же жители населенных пунктов. Мы как бы планируем проводить работу, допустим, вот по внедрению новых форматов и деятельность вот наших носителей народной культуры. Это же тоже очень важно, как бы сейчас вот искать новые формы поддержки, когда у нас на самом деле все-таки интернет будет распространяться в дальнейшем, да, и действительно вот разрабатывать новые проекты, новые продукты, которые в рамках акселератора были предложены, они как раз-таки вот направлены на то, чтобы усилить вот позиции наших работников культуры и непрофессионалов, которые как раз-таки вот являются основными пользователями услуг домов культуры. Поэтому здесь вот страха не должно быть. И вот поскольку сейчас вот у нас как бы представители поселений не принимают пока активного участия в беседе, да, я здесь вот хочу тоже наши вот как бы общие республиканские позиции уточнить. Помните, мы обсуждали о том, что нам, возможно, необходимо будет сделать какую-то тоже оперативную группу по работе по данному направлению в рамках нашего учреждения республиканского, которое курирует деятельность домов культуры. Вот в этом отношении мы как выстроим нашу работу? Такой у меня вопрос. Да, Владислав Валерьевич, вот по поводу вопроса, ну, мы после того нашего ВКС совещания договорились для начала, там, для обмена информацией создать чат общий. И я думаю, что вот, подписав соглашение, а в соглашении там указывается и создание проектной группы. Я думаю, что соответствующим, там, не знаю, документах вы можете это оформить, кто входит в эту проектную группу и там как-то обозначить цели и задачи этой проектной группы. И я думаю, что тогда уже как-то мы действительно оформимся и будем дальше двигаться по созданию таких пространств, в том числе конкурсы, перечень потенциальных культурных центров. Вот. Можно я тоже, если это скажу? Мы соглашение, подождите сейчас, Виктория, соглашение направили на прошлой неделе, по-моему, в пятницу. Письмо. Да, мы получили. Сергей Степанович, получили же, да? И в ДТН, и... Да, получили, да, сейчас свои предложения включим и отправим. В ДНТ и для библиотек. Через министерство. Когда сможем отправить? Мы сперва в министерстве обсудим же в понедельник, потом уже отправим. В понедельник. Мы хотим с библиотекарями обсудить, да? Да. Угу. То есть предложение потом согласуем с министерством и уже подписанное отправим. Хорошо, тогда на следующей неделе мы запланируем с нашими предложениями, поскольку нам еще нужно обсудить с библиотекарями. Хорошо, отлично. Владислав Валерьевич, у нас же есть точки опорные, которые уже мы сейчас начали действовать с ними, да, уже упаковываться. Поэтому очень просьба вот эти точки, которые мы в соглашении расписали, на них обратить внимание и там другие формы рассмотреть. Предлагаю тоже этого отдельно встретиться по этим точкам, по горному району и про центры детского. Давайте на следующей неделе тогда тоже еще такую встречу сделаем. Хорошо. Так, друзья, как еще есть вопросы? Смотрите, с каждым разом, когда мы вот так встречаемся, в частности, с представителями заинтересованных культурных центров, я просил там написать, кто участвует, от какой организации, какого вуза. Кажется, никто так и не написал, но тем не менее, рассчитываем, что из районных и наследных культурных центров и домов культуры будет
там поступать желание, ну, как бы, нужно же просто обозначить, что есть желание, есть интерес, да, а там уже прорабатывать. Не обязательно это все делать в ближайшее время, ну, имеется в виду создание пространства. У нас планы до конца 2022 года. В следующем году наша задача в 2 очереди открыть 14 пространств. Первая очередь 5, вторая очередь 9. И далее в 2022 году тоже в 2 очереди 15 и 20 пространств открыть. Поэтому заявляйтесь, мы вас будем включать в список потенциальных населенных пунктов, где может появиться пространство, там уже будет видно, получится, не получится. Поэтому как бы не так все прям, что вот вы захотели, подписались, там, сказали, и уже все, обязательство такое возникло. Нет, мы в таком легком, простом таком формате работаем и готовы коммуницировать также с вами, отвечать на ваши вопросы. К нам целая делегация из Горного района приезжала не так давно, и мы тоже с ними проработали вопросы, к ним съездили в ближайшую вот ту деревню, где они хотят, Магарас, в Горном, ну, и в этом Бедигисяхе мы достаточно часто бываем, и поэтому нужно планировать нашу работу, понимать, когда можем мы с вами встретиться. Если надо, вы можете сюда, в Якутск, приехать, там отдельно здесь провести встречу с нами. Вот. Жиганский исторический музей, спасибо, видим. Спасибо. Отметим. Угу. Вот. Ну, хорошо тогда, коллеги, на этом можем, наверное, завершать. Вот. Спасибо всем, кто сегодня присутствовал и выразил интерес, вот, за ваши вопросы, и постепенно все понятнее, яснее станет. Угу. Все, да, есть кому что сказать? Завершаем тогда. Если ничего, да. Будем завершать тогда и в рабочем порядке все Да. остальные вопросы. Каждый день на связи. Спасибо. Да, Владислав Валерьевич, мы обязательно вам напишем и встречу отдельно по рабочим моментам сделаем. Хорошо? До свидания.